И что? Ну да. А я Екатерина. Счет в банке. В каком банке? А у меня нет в том банке счета. И СМС. Отправить вам код. Но я не отправлю вам код, потому что я вас знаю. Вы мошенник. Друзья, телефонное мошенничество стало одной из самых распространенных угроз в нашей стране. Почему люди так быстро доверяют незнакомцам? Достаточно ли информации, которая помогает нам защитить себя и своих близких? И что мы вообще знаем о мошенничестве? Мы сегодня намерены в этой студии об этом повести разговор. Поэтому Gagos Media, проект «Единомышленники», будьте с нами, ставьте лайки. А мы начинаем, потому что у нас будет очень интересный гость. И, как мне кажется, будет полезно услышать информацию для всех, от профессионала. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии руководитель Центра по борьбе с киберпреступностью Генерального инспектората полиции Республики Молдова Юрий Рошка. Юрий Рошка, руководитель Центра по борьбе с киберпреступностью Генерального инспектората полиции Республики Молдова. Образование юридическое. Защитил диссертацию на степень магистра на тему «Методология исследования компьютерных преступлений». Работает в Министерстве внутренних дел Молдовы с 2006 года. Занимал различные должности, в том числе заместителя начальника отдела уголовного преследования Управления полиции Рыжкановка в муниципии Кишинев. Ведущий офицер Республики Молдова в ходе многочисленных международных операций по борьбе с киберпреступностью. Сертифицированный тренер, спикер многочисленных семинаров и курсов по расследованию киберпреступлений для сотрудников полиции, прокуроров и судей Республики Молдова. Владеет румынским, русским и английским языками. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию и спасибо, что вы приняли наше предложение, потому что тема очень актуальна и наша дискуссия будет очень полезна. И отдельное спасибо за то, что вы готовы говорить с нами на русском языке. Для нас, для нашей аудитории это очень важно. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мы хотели бы начать с небольшого видео. Это фрагмент, который можно очень часто сегодня встретить и в социальных сетях, и увидеть по телевидению, потому что такого рода информация стала и частью нашей жизни. Давайте посмотрим. Жители Молдовы за сутки отдали телефонным мошенникам более 1 миллиона леев. Полиция зафиксировала 13 случаев реальных финансовых потерь. Самый крупный ущерб понесла 63-летняя жительница Рыбницы. Она взяла кредиты и перевела свыше 500 тысяч леев на фиктивную инвестиционную платформу. Чаще всего аферисты выдают себя за сотрудников банков и известных компаний, напомнили в полиции. При этом 225 попыток обмана удалось вовремя предотвратить. То есть вот такая вот информация всплывает каждый день, и мы смотрим на это со стороны. А вы, как человек, который непосредственно занимаетесь расследованием таких вот случаев, каковы масштабы у нас в стране вот такого явления? К сожалению, мы действительно констатируем рост данного рода преступлений. Мы говорим о мошенничествах, при которых эти преступники звонят по номеру телефона, то есть поступает телефонный звонок, и предлагаются уже дальше разные бывают сценарии по таким. Но на данный момент самый распространенный сценарий, вот последняя их, скажем так, фабула, которую они используют, они говорят о том, что они либо сотрудники Национального банка, либо частных банков, либо даже сотрудники государственных органов, такие как полиция, СИБ и другие. Вот именно вот данный сценарий сейчас очень распространен, к сожалению, как мы видели и в видео. Многие люди еще попадаются на эту уловку, скажем так, и, к сожалению, да, действительно, мы регистрируем миллионы материального ущерба. А как получается, вот что вы говорите, люди доверяются, и мы понимаем, что больше всего это происходит потому, что люди доверяются.
Но мне сложно себе представить, как можно уговорить человека 500 тысяч леев просто отдать кому-то незнакомому человеку. Все ваши расследования о чем говорят? Почему люди это делают? То есть это же огромная сумма. В нашей бедной стране, где мы констатируем, что очень сложно жить, особенно людям пожилого возраста. И как видно из статистики, именно люди пожилого возраста оказываются в сетях вот этих вот мошенников. Да, если говорить статистически, действительно люди возраста 60 лет и старше действительно становятся часто объектами, скажем так, да, или потерпевшими данного рода сценария, где именно, как я сказал, звонят и представляются сотрудниками полиции, СИБа. Верно то, что они очень хорошо манипулируют людьми, они пугают людей. Они подготовлены. То есть сначала происходит звонок, я попозже, если надо будет, объясню, как это технически происходит, но запугивают людей, говоря, например, к примеру, потому что сценарий, опять же, варьируется от одного случая к другому, могут сказать, что вот мы сотрудники там банка или фискального органа или полиции, вот у вас дома находится какая-то сумма денег, они могут даже ее не сказать, так как они не знают. Да. Точно. Человек, например, может сказать, что да, деньги дома находятся, войдя в какое-то минимальное доверие. Вот у нас есть информация, что данная сумма у вас, там, не знаю, как-то незаконно к вам поступила, там, или это там с кредита, эти деньги надо проверить. К вам подойдет наш сотрудник, вы ему отдайте деньги, а мы проверим их, и потом мы их вам отдадим. То есть, так просто. Вот нам кажется, что это как бы, смешной сценарий, да, вот если просто вот мы говорим, но еще опять срабатывает, же, это срабатывает, да. Сколько мы информируем на самом деле людей уже не первый месяц, не первый год, но, к сожалению, вот мы видим, что это срабатывает, как вы сказали. В то же время мы опять же видим, что все-таки большинство людей, то есть если мы за сутки констатируем 15, в среднем, например, 10-15 все-таки потерпевших, то есть случаев, где люди отдали свои деньги. И обратились в полицию. Да, то в остальных, больше 200 случаев, это когда как бы звонят люди. На самом деле мы понимаем, что их намного больше, просто люди не все обращаются в полицию, просто проинформировав нас, например, что вот мне позвонили, попытались, скажем так, обмануть. Я понял, что это вот попытка обмана, это мошенник, и вот, пожалуйста, номер телефона. Вот вы сказали о том, что есть информация, информируйте. И на самом деле сложно не согласиться с вами, потому что, мне кажется, на протяжении последних 2 лет уж точно очень часто и банки отправляют сообщения о том, что будьте внимательны, и полиция, рассылает эти сообщения. Но все-таки интересен, есть ли у вас, как у правоохранительных органов, ответ на этот вопрос. Почему же люди все-таки доверяют не государственным органам, а доверяются незнакомцам, которым отдают по 400-500 тысяч лев, своих кровных, заработанных. Если это пожилые люди, то я представляю, как они копили эти деньги. Честно сказать, иногда мы тоже задаемся этим вопросом, насколько. То есть мы понимаем, что это манипуляция. То есть манипуляция в каком роде? Что, опять же, что мы с государственных органов, что вот нужно проверить, что они не дают возможности, то есть они держат, скажем так, на телефоне, на разговоре людей, чтобы они не смогли рационально подумать, позвонить кому-то. Такая психологическая атака происходит. Да, то есть постоянно они держат человека на телефоне, то есть говоря ему, что это надо сделать срочно, что надо сделать прямо сейчас, никому не звоните, иначе там операция сорвется, иначе вы потеряете деньги и так далее. Например, другой сценарий. Приходит какой-то СМС на телефон. Причем это может быть с любой онлайн-платформы. Человек действительно видит, что ему пришел какой-то СМС. Ему могут позвонить, сказать: вот вы видите, к вам сейчас пришел СМС. Это означает то, что с вашего имени кто-то взял кредит. Вот, например, на сумму 300 тысяч леев, допустим. Этот кредит надо закрыть, иначе у вас будут проблемы. Вот. Человек, то есть, заходит в панику. Да, то есть паника, что же делать, как так, кто это был, не знаю, что мы вам попытаемся помочь, разобраться, но вы сейчас для начала должны положить эти деньги обратно
в банк или передать нашему сотруднику, опять же, а дальше будем разбираться с проблемой. Один из последних случаев, который был у нас зарегистрирован, так и было, то есть мужчина 70 лет, ему также позвонили, сначала пришел СМС, представили сначала от оператора коммуникационных услуг, потом позже представились сотрудниками налоговой службы, потом пришел курьер, он отдал достаточно большую сумму денег. Вот. На второй день ему уже позвонили, сказали, что с деньгами проблема, нужно еще денег, не знаю что. И тогда вот только он понял, что действительно как бы вот все деньги, которые он отдал, были мошенники. Он обратился, и вот уже получилось, скажем так, предотвратить, скажем так, вторую траншу. Вы стали говорить о том, какие психологические приемы используют мошенники. Есть ли еще что-то? Вы сказали о том, что в первую очередь это страх, во вторую очередь это паника, в которую впадают люди. Есть ли еще какие-то психологические уловки, которые помогают мошенникам забирать деньги у людей, убедить людей? Я бы поговорил о том, на самом деле помогает мошенникам помимо психологической вот этой атаки, на самом деле программы специализированы. И вот, значит, как это происходит? На данный момент мошенники используют специализированные программы. Они могут внести в эту программу любой телефонный номер, который они захотят, им вдумается в голову, и этот именно номер поступит, то есть покажет на экран наш телефон. Если они, например, к примеру, туда внесут номер банка какого-то, да, или у человека этот номер записан, колл-центр этого банка записан, как, например, не знаю, один из банков, не буду называть имена банков, человек увидит, что его программа определяет как, соответственно, и банк. Вот, то есть также они используют разного рода программы, которые позволяют, скажем так, скрыть их местоположение, локации, откуда они звонят, вот этих колл-центров, в которых они объединены. То есть мы имеем дело сейчас с достаточно, скажем так, тяжелой формой преступлений, где мошенники не просто, скажем так, манипуляцией, да, но они также используют вот это вот программное обеспечение, которое позволяет им, скажем так, оставаться анонимными. Незамеченным. Да. Буквально на этой неделе в понедельник ко мне поступил такой звонок. Мне позвонили и назвали меня по имени. Елена, здравствуйте, приятный женский голос. На ваше имя есть заказное письмо. Куда нам его направить? Давайте подтвердите, вы только сейчас получили на ваш телефон код, 4 цифры, зачитайте их, пожалуйста. Я посмотрела, действительно, код поступил на мой телефон. И была пауза, минута, когда я уже размышляла над тем, я поняла, что это мошенники. И в это время я слышу, что там еще с кем-то говорят, кроме того, что говорят со мной. И вы То понимаете, есть что я это понимаю, что это мошенники, центр. Я понимаю, что это какой-то центр, откуда мне звонят. Я положила трубку. Мне сразу перезвонили уже со другого номера. Я трубку не подняла, позвонила по номеру 112, сообщила о том, что вот поступили звонки, и предложила вот эти вот номера, с которых мне позвонили, передать им. На что я получила ответ, что, скорее всего, за этими телефонами не будет тех реальных людей, вот как вы говорите. Да, то есть попасть на этих людей, на тех, кто звонил мне, нет возможности. Меня спасло единственное то, что я не назвала эти цифры. И тут возникла у меня такая мысль. Достаточно 30 секунд для того, чтобы какая-то твоя персональная информация, была какие-то персональные передана, данные были переданы мошенникам. А что они с ней будут делать дальше? Уже вот, допустим, вот эта ситуация. Если бы я назвала эти 4 цифры вот с того кода, даже мы можем показать это на экране сейчас. Что бы они сделали, да? Что бы сделали бы с этими данными? Вот это скрины, которые... Вот скрин, да? Форза, вот мне да, нужно было, представили. Форза. Мне нужно было сейчас зачитать вот эти 4 цифры. Что было бы дальше? Да, мы проверили, нам поступила информация насчет этих сообщений. Тоже Forza, это платформа, скажем так, банковских
кредитов, или как правильно назвать. То есть это платформа, через которую можно взять кредит онлайн. То есть это реальная платформа? На данный момент эта платформа, если мы зайдем на их сайт, мы увидим, я буквально перепроверил это вчера, что онлайн-кредиты сейчас приостановлены. И вот именно они так и пишут на сайте, что именно из-за участившихся случаев вот этих мошеннических действий. Да. Значит, данного рода коды могут поступить на самом деле не только от онлайн, скажем так, кредитированных учреждений. Вот. Это может быть код к вашему аккаунту от социальной сети. Это может быть код, как сказали уже, от банка. Это может быть код от программы какой-то в вашем телефоне. То есть надо быть очень осторожным и, конечно же, не передавать данного рода коды никому. В то же время хочу немножко успокоить граждан. В связи с участившимися случаями вот этих мошенничеств были неоднократно уже, значит, совещания, где были представители не только полиции, но и Национального банка, и операторов, и СИБа, и других как частных, так и государственных организаций, где были поставлены конкретные, скажем так, заслоны, да, каждым. И сейчас в любом банке, да и в микрофинансировании, насколько мне известно, очень строгие правила для онлайн-бэнкинга, то есть, скажем так, я не могу гарантировать, так как я не работаю конкретно в этой сфере, но я знаю, что предпринялись действия, чтобы, вот, скажем так, запретить, ну, если не тотально, то максимально вот эти вот случаи. Вот мы говорим о колл-центрах, и у меня возникает вопрос. А эти колл-центры, правоохранительные органы проводят расследование, насколько мы понимаем, да? А эти колл-центры в Молдове зафиксированы, их существование? Давайте я объясню. Значит, помимо того, проблемы той, которую я уже назвал, да, что вот эти вот колл-центры, эти группы располагают вот этим совершенным оборудованием, да, скажем так, программами, да, которые позволяют им остаться анонимными. Схема на самом деле еще усложняется тем, что вот эти вот колл-центры не располагаются вне Республики Молдова. Почему? Преступники прекрасно понимают, что если в той же стране будет как потерпевший, так и преступник, и полиция выйдет на их след, то есть нам достаточно легко будет документировать эти случаи, скажем так, да. Схема, к сожалению, работает так, что колл-центр располагается в другой стране, и, соответственно, оттуда звонят, скажем так, граждан Республики Молдова. Мы также сотрудничаем с другими, соответственно, государственными органами других стран, которые выявляют, скажем так, у себя в стране эти колл-центры и выдают нам информацию насчет граждан. Либо, если мы знаем, имеем информацию о том, что у нас в стране располагается колл-центр, и вот именно большинство коммуникатов, которые вот выдавала полиция в прессу, когда мы действительно, скажем так, обнаруживали колл-центры, это означает то, что этот колл-центр, он находился в Молдове, но работал на граждан, то есть потерпевшими этих колл-центров были граждане других стран. Соответственно, мы тоже выдаем эту информацию коллегам. Да, и уже вместе работаем по данному. В общем, какая-то такая сеть, которая по некоторым странам работает. Так получается, что сейчас мошенничество самая главная угроза, помимо угроз безопасности государства. Я могу с точностью вам сказать, что за последние 2 года топ-1 тренд, скажем так, в скажем так, пространстве, это именно онлайн-мошенничество. Вот в тех, и не только в Европе, я позавчера смотрел рапорт по США, какая там статистика, значит, там только по онлайн-телефонных мошенничествах, там ущерб более 20 миллиардов $, из которых 50% это мы говорим о ложных инвестициях онлайн.
Ну, действительно, и это, наверное, понятно, почему так происходит. Но если мы вернемся, посмотрим лет 10-15 назад, для того, чтобы у кого-то украсть деньги, преступник должен был подготовить это ограбление, проникнуть в какой-то дом там, или в какой-то офис, физически вынести эти деньги и так далее, то сегодня преступник, которого видим мы, вот мошенник, он, возможно, сидит в офисе, перед ним компьютер, летом в комнате прохладно, зимой тепло, и вот просто он из какого-то помещения проводит вот эти вот схемы, о которых мы с вами говорим. Чуть выше вы говорили о том, что онлайн-банкинг, есть такие процедуры, при помощи которых можно отследить и пресечь. Но мы неоднократно читали и случаи, что, допустим, пожилая женщина пришла в банк, сняла деньги, большую сумму, допустим, 400 тысяч лей было написано где-то, сняла эти деньги в банке и отдала их преступникам. Физически Да, передала. физически передала им. А нет ли каких-то моментов, которые могли предотвратить такого рода мошеннические схемы? Ведь пожилой человек, который приходит в банк и просит за раз выдать ему такую огромную сумму, наверное, у работников банка могут возникнуть какие-то вопросы или предупреждения какие-то. Но это деньги человека, скажет Как? гражданин. Я когда Да. хочу, тогда их прошу снять и отдать мне в банке, нет? Да, вы обе правы. Опять же, хочу сказать, что Нацбанк и частные, и коммерческие банки предприняли действия в этом направлении. Я не могу их назвать, так как мы назовем секреты, которые сейчас принимаются в банке. Но сейчас за этим следят намного строже сотрудники банков. У каждого банка также при любом, скажем так, подозрении, что вот человек, который снимает деньги, скажем так, не знаю, он нервничает, он за телефоном всегда. Как я говорил, уже мошенники не оставляют потерпевшего ни на секунду. Они его причем предупреждают, что тебя там в банке будут спрашивать, ты скажи, что тебе там надо. Консультируют прям, да? Вот. При любом таком подозрении, значит, у каждого из банков есть номер полиции региональной, который в ближайший участок находится. Туда может быть вызван сотрудник полиции, который также проведет, скажем так, беседу, попытаясь объяснить, что это может быть, скажем так, мошеннические действия. Вы знаете, из всей информации, которую читаешь на протяжении последнего уже длинного времени, конечно, мошенничество на первом плане. Почему? Потому что это очень сильно бьет по человеку, по деньгам, по семье. Потому что когда один пожилой человек оказался в сетях какого-то мошенничества, то близкие уже и не знают, как оградить этого человека. Здесь нужна какая-то тотальная информированность, как мне кажется, для всех, и какие-то рецепты от государства, то есть что делать людям, как не попасться. Ведь когда человек выбирает доверить не государству довериться, а мошеннику, это серьезная проблема государства, как мне кажется. В связи с этим я хочу, чтобы мы посмотрели на картину, которая статистически выглядит вот так. У нас есть скрин с этой информацией, мы попросили бы режиссерскую выдать на экран. Ущерб от телефонного и онлайн-мошенничества в Молдове вырос более чем в 6 раз за 2 года. 2023 год 43 миллиона леев, 2024 год 130 миллионов леев, 2025 год 272 миллиона леев. За первые 5 месяцев 2025 года мошенники похитили уже 157,3 миллиона леев. То есть вот эта информация последняя, написанная даже на экране сейчас у нас, 2 жертвы из 3 – это люди старше 56 лет. То есть это самая уязвимая категория людей, которые попадают. Если какое-то… То есть, понимаете, одно дело, когда молодые информируются и знают, как уберечься от мошенников. Другое дело, как информировать людей этого возраста. Что предлагает инспекторат полиции и государство вообще? Вы знаете, по этому поводу я хочу сказать, что полиция со своей стороны только за последние пару лет мы сделали не менее 2 национальных кампаний про информирование, так как защитить свою банковскую карту. В прошлом году мы сделали национальную кампанию вот именно как раз-таки по инвестициям онлайн. Это было почти в каждом районе, это были ролики, это были в магазинах аудио, записи, это были машины полиции, которые как бы
проезжали через села, через города, информировали. Но что хочу сказать. Знаете, к нам, я стараюсь на самом деле поговорить с каждым, если у меня время есть, и даже с любым потерпевшим, который приходит написать заявление к нам. И иногда бывает спрашиваю, ну вот хорошо, вот вы увидели там в социальной сети, не знаю, объявление, скажем так, спонсорское, да, что вот такой-то банк имеет такой-то проект, не знаю, там в криптовалюте, в акциях. В первую очередь, вы в этом вообще как бы разбираетесь? Он говорит, нет, конечно же, я всю жизнь там, не знаю, работаю. Там, на поле работал. Где-то, допустим, да. Вдруг ему стало интересно. Но это не это беспокоит меня. Беспокоит то, что он, увидя это, скажем так, это сообщение, этот проект с таким банком, ни один из них не сказал, что да, вот я действительно пошел в банк, просто спросить. Это правда? Действительно, если такой проект? Действительно, если такая акция? Действительно, более того, при проведении национальных кампаний были люди, которые приходили уже, скажем так, жертвами, да, и мы их спрашивали, ну вы видели вот нашу информацию, вот Генеральный инспекторат полиции проводил? Он говорит, вы знаете, да, видел. Но никогда бы не подумал, что меня могут обмануть. То есть получается, что человек думает, что с кем-то это может произойти, да. а вот нет. Я да, не говорю, что нет. это было очень много людей, но мы действительно встречаем. Причем достаточно большой процент из этих людей, которые говорят нам, да, мы получали смс, мы говорили с кем-то другим, мы видели даже вас немножко по телевизору, как вы разговариваете. Но я бы никогда не подумал, что это может со мной случиться. Скажите, вот вы говорите о том, что да, пожилые люди больше подвержены. А можно ли сказать о том, что, допустим, для молодых людей, для молодежи или для людей до пенсионного возраста риск очень невелик? Он тоже есть. Я начал говорить в предыдущем вопросе, что вот люди возрастом 60-65 и старше обычно более доверчивы. И я сейчас хочу, чтобы я договорил. Доверчивы вот именно, когда они слышат про полицию, про органы, не знаю, фискальные органы, налоговые, вот этот да. Люди же более молодые, скажем, не знаю, до 50 лет, скажем, 30-45, давайте вторую категорию людей. Им интересно более эти платформы, скажем так, криптовалюты, акции, форекс, трейдинг онлайн, это про что они больше, видимо, на слуху у них, в соответствии с их возрастом. Люди более молодого, не знаю, уже какой-то университетский возраст, либо до 30 лет, они тоже, то есть, скажем так, попадаются на уловки про криптовалюту, про онлайн-бэнкинги и так далее. То есть, на самом деле, подвержены риску все категории возрастов. И мошенник, когда звонит, нам много раз спрашивают, откуда они знают номера. Нам, конечно, очень сложно ответить. На самом деле, скажем так, человек выдает достаточно много информации базовой про себя в социальных сетях. Есть также, многие устанавливают на телефоны, скажем так, программы, которые помогают определить номер телефона. Нам это кажется интересным, когда нам звонят, знать, кто нам позвонит. Но на самом деле мы должны понимать, что устанавливая данного рода программы на наш телефон, там мы автоматически передаем всю нашу телефонную карточку в одну общую базу данных, установив следующий. Да, у меня просто есть знакомый, который пользуется такой программой. Вероятность есть того, что то есть как он записал какой-то контакт в его номере, этот номер уже есть, скажем так, в этой базе данных. Представляете, базе, если у нас из каждого, скажем так, есть по 500, по 1000 контактов, если вы посмотрите, так и есть, то сколько же номеров собирается, если 10 тысяч человек эту программу скачают или 100. Конечно же, и ранее были в прессе медиатизированы случаи, когда, скажем так, какая-то база данных была каких-то частных, вскрыта, да. Это бывает, скажем так, редко, но это имеет место быть. Эти базы данных могут продаваться в Даркнете где-то, и, соответственно, мошенники эту базу данных могут закупить, скажем так, и иметь. То есть они не ожидают одной базы данных. У них, конечно же, есть разные ресурсы для этого, но мы все равно должны быть очень внимательны, потому что на самом деле
Да, нам поступил телефонный звонок. Да, он может показать, что из банка или так далее. Но мы должны всегда рационально думать о том. Давайте возьмем пример банк. Для того, чтобы банк, если он увидит какую-то несанкционированную транзакцию, ему не нужны ваши 16 цифр с карточки, ему не нужно ваше имя, фамилия, год рождения или какой-то код. Он заблокирует Он просто. заблокирует ее сам, позвонит и скажет вам: смотрите, мы заблокировали данную транзакцию в связи вот с, не знаю, вот в нашей системе вот это реагируется. А давайте сейчас смоделируем, господин Рожка. Ну вот позвонил кто-то, вот тот же мошенник, да, и воспользовался вот этим самым, как сказать, методом, как банковский работник общался бы с человеком. Звонит и говорит: вы знаете, на ваш счет были перечислены, там была сделана какая-то, мы эту транзакцию остановили, мы вам сообщаем. Теперь для того, чтобы мы окончательно с этим разобрались, назовите нам еще вот это, дайте нам еще вот это. И человек думает: мой счет хотят спасти, спасибо банку, как хорошо, что они меня набрали. И выдает дальше все, что надо. Вот такой же ход не исключен. Именно так и происходит. Но еще раз, так это же ни один банк, доверие стопроцентное ни один появляется. сотрудник полиции, налоговой службы, СИБа и так далее не будут решать вопросы по телефону. Банк скажет вам так: мы остановили транзакцию, пожалуйста, подойдите в ближайший офис или в наш главный офис, и мы там предоставим вам информацию. Или полиция, да, если что-то случилось, ни один из полицейских, да, он может какой-то полицейский задать какой-то вопрос и так далее, но если какая-то, скажем так, проблема, афера и так далее, вас 100% позовут в инспекторат полиции, да, или там к участковому, по крайней мере, который вам объяснит, что случилось. То есть будет всегда офис. Не бывает такого, что мы работаем онлайн по телефону и там, не знаю, помогаем. А у вас достаточно полномочий для того, чтобы вот решать вот эти вопросы, которые связаны с банками, с банковской сферой или, допустим, с операторами связи? Давайте сначала поймем, что такое полномочий. Да. Хочу понять. Да, у вашего центра по борьбе с киберпреступностью достаточно ли полномочий для того, чтобы вы, вот вам позвонили, сказали, что есть проблема, можете ли вы сразу набрать банк или набрать оператора связи, допустим, там Молчел и так далее, и решить эту проблему быстро? В первую очередь, все зависит от того, насколько быстро человек обратится в полицию. Потому что если, скажем так, давайте так, ему позвонил мошенник, сказал передать деньги, он их поставил в кулек, передал какому-то курьеру, да, который ушел в неизвестном направлении, и он через день, два, три, ожидая этих, скажем так, ответа от так называемого сотрудника полиции, типа. Да, понятно, что сложнее будет найти как эти видеокамеры, допустим, или какие-то следы и машины, какими он увидел. Другое дело, если это транзакции банковские, скажем так, с банковской карточки на банковскую карточку, если эти деньги еще на том счету или нет. Это общая, скажем так, схема, скажем так. По поводу полномочий. У центра есть действительно, вообще у Генерального инспектората полиции есть заключенные договоренности даже с Национальным банком, с некоторыми банками, с операторами связи. И, конечно же, мы сотрудничаем в этой сфере. Я не могу назвать, конечно же, конкретных действий, как это реализуется, но убеждаю вас, что, скажем так, в случае, когда это нужно, помимо того, что вот есть эти сотруднические отношения, то, конечно же, да. У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот вы говорили о колл-центрах. Колл-центры из других стран работают с Молдовой, точно так же, как в колл-центре может быть, в Молдове может быть колл-центр, который работает мошенническими схемами в другой стране. А вот когда приходит пример, который вы только что привели, приходит человек, забирать деньги, курьер так называемый. А вот человек, который отдает деньги, были ли такие случаи, что он сфотографировал этого человека, его машину, позвонил в полицию, отдал вам, то тогда получается, что работает не только на расстоянии какой-то колл-центр со своей схемой, а здесь есть курьеры, которые вовлечены, которые забирают деньги в мешках, грубо говоря, да, и уносят куда-то. Куда они уносят? Склад где? Опять же, когда я говорил колл-центры, давайте так, есть несколько сценариев, как я уже говорил еще в первом вопросе. Если мы говорим о инвестициях, о ложных инвестициях в онлайне, там
практически все происходит онлайн, по телефону. Человеку даже выдают какую-то ссылку на какую-то платформу, якобы, куда он должен нести деньги. Он там трансферы ведет опять же на какой-то счет, там никаких курьеров не связано. В этой схеме, о которой мы говорим про курьеров, были граждане, которые где-то, понимая о том, что может быть афера, да, действительно следили за этим курьером, сфотографировали машины, их лица и так далее. Конечно же, это, не скрою, это облегчает нам, скажем так, пойти по следу этих преступников, конечно же. Но, опять же, организаторы они этих схем, они не находятся в Молдове. И вот эти вот курьеры, они просто исполнители, да. То есть они получают какой-то процент для того, чтобы взять, скажем так, кулек или деньги из точки А, отнести в точки Б. Иногда бывает так, что таких курьеров может быть несколько. То есть это не означает, что он взял эти деньги и отнес в руки организатору. Я не смогу назвать сейчас все детали. А вы можете сказать о том, сколько успешных операций было сделано и сколько пострадавших, жертв вот этих вот мошенничеств получили обратно свои деньги? Или эти деньги уже невозможно никак вернуть? Нет, почему же? Опять же, я повторюсь, в зависимости от того, насколько быстро и где они. Если они еще на банковском счету на какой-то, то, конечно же, можно поставить блокировку. Блокировать эти деньги на счету. Секвестировать. Да, если это деньги у курьера, или он там их пока еще не передал, не знаю, в другие руки, да, и мы сработали быстро, человек понял это, и задействовано было все очень быстро сделано. Опять же, но вы должны понимать, уголовное дело, процесс, он не, скажем так, вот после, вот человек, как вообще происходит? Человек пришел в полицию, написал заявление. Для того, чтобы мы начали расследование, нам нужно возбудить уголовное дело. Да? Это, значит, вовлекает не только оперуполномоченного, это есть следователь, это есть прокурор, потом, значит, должны быть допросы, должны быть обыска, должны быть другие следственные мероприятия. Да? Это длительный процесс. Иногда это могут быть месяцы. Если мы говорим о международных схемах, то это, к сожалению, может быть и полгода, и год. В каждом случае очень индивидуально. Если я вам сейчас скажу, что да, бывали случаи, когда за месяц человека возвращали, но бывают случаи, к сожалению, таких очень много, когда приходится ждать по полгода, по году. Назвать какую-то статистику сейчас не будет, наверное, правильным. Усредненную статистику. Вы знаете, какой вопрос у меня сейчас возникает в голове? Если вот такая серьезная угроза в Молдове от этого мошенничества, то мне кажется, то есть я слушая вас, думаю, как же люди могут поверить все-таки государственным структурам и лицам, которые говорят об этом от имени государства? Чаще всего, мне кажется, люди быстрее поверят в то, что мошенничество – это страшно для нашей страны и конкретно для человека, и надо уберечь себя, и нужно сделать вот такой алгоритм действий, чтобы не позволить мошеннику войти на территорию вашего, не знаю, там, финансового какого-то склада в банке, либо дома в мешочке в банке, не знаю где там. Надо сделать какие-то действия. Люди быстрее всего верят тем, кого они избрали. И вот у меня вопрос. Вот у нас в Гагаузии, давайте сейчас переместимся из национальных каких-то проблем, как вы это решаете в целом по стране, переместимся в Гагаузию. Вот мне кажется, что я не слышала, помогите, Лена Федоровна, слышали ли вы, чтобы власть в лице руководства Гагаузии когда-нибудь говорила о том, что это такая серьезная проблема на протяжении последних 3 лет, особенно в Гагаузии, мошенничество. Об этом не говорят, а может быть говорят отдельно взятые примары у себя в населенных пунктах, но нет такого. То есть это люди, которые вызывают доверие у граждан. И если эти люди об этом будут говорить, как это страшно и как нужно от этого обезопасить себя, то, мне кажется, было больше эффекта. Что вы об этом думаете? Есть ли у вас какая-то информация о том, как власти региона и местные власти по селам и городам подключаются к такой проблеме информирования населения? Мне, конечно же, будет сложно ответить за все государство, не в моей компетенции. Я могу сказать, с точки зрения нашего центра, мы
в первую очередь национальные компании, как я уже сказал, мы проводили, я сейчас не могу назвать вам точные даты, если надо, может быть, я найду эту информацию после передачи и передам. Также по поводу информирования... Через доверенных лиц, через лиц, которым люди доверяют, это важно. Например, было видеообращение президента страны. Она говорила о том, что да, это очень большая проблема, будьте осторожны, будьте бдительны. Есть ли информация у вас о том, что, допустим, власти Гагаузии предупреждают, говорят нет, об этом? К сожалению, нет, я не владею такой информацией. Я вот что еще хотел сказать, возвращаясь к предыдущим нашим разговорам. Я неоднократно говорил это и на других постах телевидения. К сожалению, вот в онлайн-мошенничествах, я это признаю, полиция на самом деле, да, мы можем предупреждать граждан, мы можем разговаривать с гражданами, но с точки зрения расследования и с точки зрения блокирования, скажем так, вообще вот этого преступления, мы работаем, скажем так, постфактум. И тут действительно нужно информирование, превентивное информирование. И я, наверное, тут обращусь даже к гражданам Гагаузии, и не только. Да. Мы должны понимать, что не только Национальный банк, не только коммерческие банки или полиция и другие государственные и частные службы. Мы сами, когда у нас есть дети, у нас есть родители, если мы более проинформированные насчет этих случаев, давайте передавать эту информацию от нас к другим, да, о том, что вот, например, я с мамой моей, как-то мне задали вопрос на телевидении, вот если вашей маме позвонят, моя мама проинформирована, она знает точно, что делать. Также я говорил со своими детьми. Вот я хочу, чтобы люди понимали, что это надо сделать из уст в уст, передавать обязательно. И тогда, конечно же, то есть должна быть социальная ответственность, конечно, тоже. Я не говорю о том, что это, скажем так, социальная ответственность у кого-то, но очень помогло бы. Но очень применимо это в этой ситуации. Почему? Потому что если мы все будем говорить о том, как это страшно, какие они используют методы, и мы будем и своих близких, и своих соседей, и своих родных. То есть это действительно задача всего общества. И вы правильно тут говорите. Я как гражданин вас прекрасно понимаю, как представителя правоохранительных органов. Потому что невозможно, когда эти мошенники развели такую широкую сеть, с такой широкой подготовленностью, невозможно поставить заслон, сколько человек работает в правоохранительной системе Молдовы? Несколько тысяч, но мы должны понимать, что это она абсолютно все. То есть так я чего и говорю, но несколько тысяч могут заниматься всеми видами преступлений. Мы сейчас говорим только о мошенничестве, особенно телефонами онлайн. Да, но надо сказать о том, что в последнее время очень большое распространение получил искусственный интеллект, и мошенники стали использовать и его для того, чтобы обманывать граждан нашей страны, и не только в нашей стране. Что вы можете сказать об этом? Что вы уже заметили? Есть ли какая-то тенденция? И как бороться с этим? Потому что если по телефону пожилому человеку, допустим, даже вашей маме, Маша вам получит звонок, и это вашим голосом скажет о том, что мама, вот срочно нужно передать туда-то и вот сюда какие-то финансы. Ваша мама, услышав ваш голос, конечно же, поверит. Очень бы не хотелось, чтобы так, конечно, да, происходило. конечно. Не с чьими мамами что-то произошло. Да, действительно, есть риски. Мы получаем информацию и из других коллег из других государств, где это уже применяется, к сожалению. Действительно, усовершенствовать этих технологий, вот этот искусственный интеллект, он уже позволяет буквально, если голос какого-то человека, там, не знаю, 5-10 секунд записать, то дальше этот голос можно использовать абсолютно на неограниченное время, то есть использовать его вот опять же в мошеннических схемах, не говоря уже, что не только голос, искусственный интеллект настолько хорошо и быстро развивается, что, в принципе, можно даже лица, то есть видео, есть, если поискать в интернете, есть ролики, где прямо
даже то есть в онлайн режиме, то есть не надо записать, потом как-то это перепрограммировать, то есть мы можем говорить и совершенно сейчас же, в ту же секунду, то есть может быть другое лицо, Имитация другого имитация голоса. будет и голоса, и видео, да, и жестов, и абсолютно всего. Поэтому, конечно же, этот риск существует. Есть не только риск искусственного интеллекта, и другие. Опять же, не хочу называть их, чтобы не давать идей, скажем так, еще дополнительных этих мошенников. Идей не давайте, но я хотела попросить вас, можно ли какой-то пошаговый алгоритм действий человека, который вот ответил на телефонный звонок на незнакомый номер, как чаще всего это бывает, да? И что он должен сделать? Вот это незнакомый номер, и это, ну, давайте начнем так, это пожилой человек, незнакомый номер, что ему надо делать? Давайте я начну, и обычно говорю так. Во-первых, если мы говорим о инвестициях, вот в случае сначала, а потом уже про это, все, что очень красиво звучит, это обычно обман. Вот кто бы вам вот по телефону позвонил, да, и скажет, можно быстро заработать денег, не знаю, там, Вложите определенную сумму. какую-то сумму, и вы завтра увидите вот это вот. Получите в 10 раз больше. Да, это обман. Ну, никто, абсолютно никакая инвестиционная компания, никакой банк, никакое, я думаю, частное лицо и так далее эти деньги просто так не раздаст. Это первое. Тут надо это понимать абсолютно. Второе. Как я уже говорил, если кто-то звонит, телефонный звонок, да, и говорит, мы банк, мы полиция, мы, не знаю, налоговая, мы... И здесь абсолютно надо понимать, вот мы сейчас говорим сегодня о том, что они используют, скажем так, представляются, да, национальным банком, коммерческими банками, полицией. Люди, опять же, должны понимать, я хочу на это акцентировать внимание, что завтра они могут позвонить, не знаю, с Premier Energy, с Энергокома, с какой-то другой компании, да, там, не знаю, с почты какой-то, не знаю, с Гагаузии, может быть, какая-то компания есть. Поэтому акцент мы должны поставить на то, что любой телефонный звонок, где пытаются нагнать, скажем так, какой-то страх, что надо вот реагировать очень быстро, сейчас, иначе вы там потеряете, иначе с кем-то что-то случится. Надо перепроверить самому. То есть хорошо, я перезвоню, поставить трубку, самому взять телефон, прочитать официально, не знаю, на сайте, узнать у других лиц, на обратной стороне банковской карты и так далее. И позвонить, проинформировать, если есть в шаговой доступности тот же филиал, если мы говорим о банке, пойти туда и спросить, есть ли такой проект. Вы можете проверить, вот, нам какие-то транзакции несанкционированные осуществлялись или нет. То есть эта же банковская система, она видна везде. То есть ответ на ваш вопрос, любое вот такое вот решение вопросов по телефону должно пониматься, что это, опять же, Обман. с огромной долей вероятностью это обман. И на это надо просто ставить трубку и перепроверить. Опять же, другие сценарии. Как я говорил уже про СМС, да, может прийти СМС, пожалуйста, отдай свой голос там за меня, я участвую в каком-то конкурсе. Да, конкурсе. Да. Обычно вот эти сценарии используются, эти коды на самом деле, это когда мошенник хочет зайти в вашу социальную сеть, ваш аккаунт, да, и социальная сеть отправляет на ваш номер какой-то код специальный, который вы, в принципе, говорите его, опять же, мошеннику, и он использует этот код для того, чтобы войти в... Здесь давайте сакцентируем внимание. То есть, если кто-то отправляет код, полученный через СМС, тому, кто у вас его просил, это означает, что вы передали доступ к вашему телефону тому человеку, которого вы не знаете. Скажем так, аккаунт. Это может быть код к аккаунту. Да. Я пытаюсь объяснить, чтобы пожилые люди нас поняли. То есть ни в коем случае этого делать нельзя. Ни в коем случае. Нет. То есть это первое, кажется, что я поддержу ребенка какого-то, который участвовал в танцевальном таком каком-то конкурсе, и вот мой голос поможет ему там и опять же, получить. Мы запросто можем позвонить нашему, не знаю, родственнику, другу, подруге и спросить, вот я получила от тебя такой СМС. Ты можешь сказать, это правда или нет? Если надо, да, я это сделаю. Потому что очень часто случается так, вот именно вот эти коды ведут к,
скажем так, к несанкционируемому доступу к аккаунту. А я здесь опять же подчеркну, что мы очень много, скажем так, используем эти Как раз хотела сказать, вот, да. аппликации, вот эти Приложения. аккаунты. Уже не говорю о том, что там может быть очень, скажем так, не то что личная, да, какая-то информация, которая, опять же, этот мошенник, помимо того, что он может написать от вашего имени и просить какие-то долги, пожалуйста, там он может, то есть, видя ваши контакты, может написать любому из них, попросить какие-то деньги, скажем так, От в долг. моего имени. Но уже от вашего имени, конечно. Ой, как Он страшно. также может прочитать вашу всю переписку и даже, может быть, шантажировать, если там какие-то личные данные, личные фотографии, не знаю, интимного или другого характера. А вы знаете, пожилые люди, конечно, ведут себя по-разному, точно так же, как по-разному могут вести себя люди разного возраста, как вы правильно, мне кажется, подметили, когда речь идет о том, что можно заработать больше, как мне кажется, у каждого человека, ну не у каждого, но у многих, наверное, да, возникает такое ощущение, а почему бы нет? Давайте-ка попробую. То есть надо знать, что это «давайте-ка попробую» граничит с ужасной опасностью для человека, потому что из этого «попробую» может не выйти вообще ни 1%. Получится, а 99% это будет беда, которая потом огорчит не только того человека, кто в это вступил и отдал свои деньги, но и членов семьи и так далее. У меня, знаете, очень хочется поговорить еще вот о чем. Тогда, когда вот в это мошенничество уже вовлечено очень много людей, потому что история, которую рассказала Лена Федоровна, с ней это случилось 2 дня назад, эти истории мы слышим очень часто здесь. То есть люди, которые общаются, а Гагаузия очень маленькие регионы, и все друг друга знают. И знаете, как большинство людей живет в селах, соседи выходят вечером, говорят, а вот мне звонили, а мне звонили. Есть еще и другая позиция у сельчан, и особенно у жителей Гагаузской автономии, которые знают, что был и такой случай, когда мы зарабатывали. Мы устанавливали приложение ПСБ, тогда, когда была электоральный период, вы знаете, 2023 год, оттуда все началось. И, в общем-то, у людей, у жителей Гагаузской автономии, это вот история, которую мне рассказывает один человек, житель автономии. Говорит, знаете, было такое дело, когда благодаря приложению я получал деньги, и все было нормально. То есть не все так страшно, как нам рассказывают. Нас специально пугают государственные органы. Что вы можете сказать людям, которые вот так, как вот этот человек, думают? Сложно очень, конечно, убедить людей, что вот инвестировать в что-то, устанавливать какие-то программы на телефон, отдавать коды небезопасно. В то же время вот мы с вами говорим о том, что сколько сотен человек и сколько миллионов ущерба мы видим каждый день. Угу. То есть вот давайте мы все-таки рационально мы подумаем, вот устанавливая эту программу, отдавая этот код, существуют ли риски или нет. Конечно же, каждого человека не убедить, но тут можно долго спорить. Поэтому... Да, скажите, пожалуйста, а если вот сравнить другие регионы страны и нашу Гагаузию, есть ли какая-то специфика в действиях мошенников или все так же? Сценарии одни и те же. Самый, конечно, скажем так, часто, скажем так... Используем. Не то чтобы использованы, скажем, жертв, число, скажем так, жертв мы, конечно же, видим в муниципе Кишиневе, потом в крупных городах, таких как Бельцы, Унгены. Есть также и с юга Молдовы. Да. Я не могу сказать, что с Гагаузии очень много, скажем так, если очень часто, скажем так, эти случаи. Но хочу обратить внимание на один фактор, который очень важно, кстати, сказать. Вот мошенники обычно, значит, я не хочу здесь сосредотачиваться на язык, потому что все языки мира прекрасны, я здесь не буду про политику сейчас и так далее, чтобы меня правильно поняли, просто как предупреждение. Я в Гагаузии знаю, что разговаривают на гагаузском, на русском да, больше языке. распространенный язык. И может показаться так, что раз со мной разговаривают на русском языке, значит, вот кто-то где-то находит, действительно это какой-то банк или там госструктура, может быть, там, не знаю, с Гагаузии. Очень много звонков, практически более 90% звонков мошенников разговаривают как раз-таки на русском языке.
Мы имеем сейчас случаи, когда констатируем уже и на румынском языке, что они звонят, поэтому как бы это хочу, вот, чтобы люди тоже... Вы говорите, не хотите о политике, а мы как раз перед эфиром прямо с Еленой Федоровной увидели один известный человек, адвокат, собственно говоря, то есть юрист по образованию, адвокат, он написал такой пост. Даже в ситуации такого бедствия, как телефонное мошенничество и ежедневного хищения средств граждан на миллионы лей, наши власти умудрились найти руку Москвы и вмешательство ШОРа. Колл-центры действуют на территории Украины, многие звонящие говорят с украинским акцентом, но виновата Россия и ШОР. Правоохранительные органы могут проследить каждый лей, украденный у граждан, установить любой номер, с которого развели доверчивого гражданина, заблокировать любой номер с подозрительной активностью. Но борьба с телефонным мошенничеством, считает этот гражданин, свелась к информированию населения. И все. Причем этот человек юрист. Я не знаю, кто этот человек, я не читал это. Но мы можем сообщение. говорить о том, что это Владимир Чимпаеш, мы говорим адвокат, юрист, и вот он пишет такое сообщение. Я вам точно могу сказать, что он ошибается. Это обсуждалось, я не знаю, видели вы или нет, даже в парламенте пару дней назад. 12 июня заслушивался. Да, где были вопрос. и операторы телефонной связи, где были, значит, главы Национального банка. Там было прекрасно объяснено, что такое спуфинг, что такое схема, можно ли отследить звонок или нет. А что такое спуфинг? Спуфинг – это система, которые используют на данном этапе мошенники, которые я говорил, это то, что они могут туда ввести абсолютно любой номер, хоть мой, хоть чей-то, и этот номер появится на экране телефона звонящего. Проблема в том, что если мы возьмем эти расшифровки этого номера телефона, то мы действительно увидим, как будто нам этот номер звонил. Мы не увидим. Да, буквально вот на днях наша знакомая говорит, простите, о том, что она получает звонки, от 20 человек получила звонки, люди говорят, вы нам только что звонили. Да. Она говорит, если мы перезвоним назад, назад, например, вот мы, скажем так, кому-то звонят, там, 06 или 07, неважно номер, мы прервали. Есть два варианта. Если мы перезвоним назад, мы либо попадем на человека, которому этот номер действительно принадлежит, и он скажет, что я вам не звонил, действительно, и он будет прав. Либо мы никуда не попадем вообще, потому что этот номер просто, как я уже говорил, он просто набран. Сгенерирован такой. Он сгенерирован, он пока что никому не принадлежит, либо телефон выключен. Сколько хитростей, Господи. Поэтому по поводу сказанного, что можно отследить любой звонок, я признаю, что это практически, если использовать эту технику, практически невозможно. По поводу денег я уже объяснял также. Все очень зависит от того, насколько быстро обратиться, скажем так, сообщат. Если уже тут уже общее понимание, камеры, следы и так далее, банковские трансферы. Я поняла одно, очень важна гражданская активность. У нас есть еще одно видео, очень короткое, господина Черноуцана, наверное, как раз из одних таких вот информационных, может быть, брифингов. Или давайте посмотрим вместе, мне кажется, это полезная информация для всех. В поисках организаторов мошеннических схем национальная полиция сотрудничает с Европолом и другими международными партнерами. В свою очередь правительство готовит законопроект, обязывающий покупателей предоплаченных сим-карт предъявлять удостоверение личности. Если говорить о лицах, задержанных в течение текущего года в связи с данными мошенничествами, то речь идет о 137 задержанных. По сути, половину составляют граждане Республики Молдова. Возможно, чуть более половины. А более 40% это уже граждане других стран. Расследование этих преступлений и возмещение ущерба затрудняется тем, что многие из этих группировок координируются из-за рубежа. Спасибо коллегам из Журнал ТВ за этот репортаж. Вот он очень ценный, как мне кажется, для того, чтобы люди понимали, насколько важно, и государство предпримет какие-то шаги, но из всей этой дискуссии нашей с вами в студии я поняла одно, что гражданская активность – это первостепенно. Потому что пока государство будет что-то делать, надо каждому думать о своей безопасности. Так или нет? Конечно же, я абсолютно согласен. Я говорил уже, что
передать информацию, поговорить с родственниками, с детьми, не знаю, хоть за лавочкой, хоть в магазине, это всегда важно. Более того, я призываю менеджеров частных компаний, государственных компаний для своих сотрудников проинформировать о самых, может быть, базовых элементах. Ну вот вы, допустим, там, не знаю, своих бухгалтеров, что есть минимального требования к кибербезопасности. Да? Вы получили имейл. Перепроверьте еще раз, от кого вы его получили. Если вам выслали какую-то ссылку, перепроверьте, сообщите менеджеру и так далее. То есть мы стали слишком доверчивы к всему, чему мы видим в интернете и в телефоне и так далее, без чтобы хотя бы задуматься о том, а правда ли это. Вот это неоправданный риск, который мы берем на себя каждый раз, когда мы видим, и почему-то люди сразу начинают доверять. Такого раньше не было. То есть любую информацию, которую мы получали, человек старался перепроверить. Ну, когда здесь называют, допустим, службы там, полиции и Национального банка, у ребенка, вернее, у человека возникает определенное доверие, потому что это госструктура. Доверяй, но проверяй. Да, вот это должно быть основным сейчас требованием вот опять же, каждому. Раньше люди, где-то это показывает на то, что люди стали доверять, наверное, больше полиции, не знаю, другим государственным службам. Раньше, скажем так, это я бы не назвала это доверием. Вы знаете, простите, но это, скорее всего, из-за страха. Вот то, о чем Лена Федоровна говорит. Когда человек слышит 65-70 лет, он слышит, что звонят с правоохранительных органов, ведь первая мысль, которая приходит в голову, как это мой номер телефона оказался у правоохранительных органов? Я же ничего не сделал. И начинается разматывание вот этого клубка, и это мошенник, а уже дальше человек не может понять, что его сейчас дурят. Можно еще один момент? Мне показался очень интересен вот тот аспект, вы сказали о языке. Да? Мы часто стараемся обезопасить наших близких и найти какие-то рецепты, которые могли бы помочь всем нам устоять перед мошенниками. Здесь есть еще один аспект. Мы часто говорим о том, что гагаузский язык надо развивать и так далее у нас в автономии. Мне кажется, это стало бы еще одним очень важным аспектом. Представьте, что вы договариваетесь со своими родственниками, что вы общаетесь друг с другом только на гагаузском языке со своими родными и близкими. Это тоже одна из мер профилактики каких-то видов противодействия мошенникам, которые, ну, допустим, ваш родственник попал в ДТП, да, и там звонят, твоя мама, перечислите и так далее. Вы переходите на гагаузский язык. И очень быстро найдут систему, как ваш язык русский перевести на гагаузский. Более чем 90% случаев, когда человек говорит, давайте поговорим на румынском, или я уверен, в Гагаузии сказал, давайте поговорим на гагаузском, они просто бросают трубку. Так значит, надо это использовать. Вот, мое предложение. Самый первый рецепт. Первый, доверяй, но проверяй. И второе, попросите человека заговорить с вами на гагаузском языке. Ну и потом, давайте подведем итог этой дискуссии. Есть ли у вас еще какие-то такие рецепты, назовем их, да, либо советы, да, которые вы еще не сказали, но вы достаточно много назвали в ходе ваших ответов в этой студии. Что еще вы могли бы назвать как рецепты, как какие-то алгоритмы шагов для людей, которые могут оказаться в такой ситуации, когда до них дозвонился мошенник? Да, я хотел бы еще обратить внимание, помимо того, что я уже сказал, это то, что не устанавливать на свои телефоны, на планшеты, на компьютеры программы, скажем так, контроля доступа. Мошенник может сказать, что для того, чтобы вам помочь, вам никуда идти не надо, там ни в какой офис, у нас сейчас все технологии позволяют, мы решим вашу проблему онлайн и так далее. Значит, устанавливая этот файл или эту программу какую-то, значит, они могут контролировать, имеют доступ к абсолютно, то есть что такое телефон или компьютер. Да. По сути, это абсолютно все. Это контакты, это имейл, это банковские, это деньги, фотографии, это практически все. Вот в нашем телефоне находится практически вся информация о нас и наших деньгах даже. Да. Поэтому очень важно знать, что ничего не надо устанавливать, если вам кто-то говорит по телефону, вот установи этот файл или программу. Опять же, еще раз, всю информацию надо перепроверять,
лучше убедиться самому, перезвонить родственнику, перезвонить в полицию, подойти в банк, подойти в банк, понимать что банку не нужны ваши данные банковской карты или там частные какие-то ваши данные. При заключении контракта с банком вы абсолютно все эти данные указали, а саму банковскую карточку они вам ее выдали, поэтому эти 16 цифр они знают. Также, если, к сожалению, случится так, что вы все-таки стали жертвой этих мошенников, то, конечно же, просим обратиться в инспекторат полиции как можно быстрее, да, или в случае, вот, если это срочно, вот сейчас происходит, по номеру 112. Господин Рожко, мы искренне благодарим. Почему? Потому что мы, когда задумывали пригласить вас к нам в студию, мы очень хотели с Алиной Федоровной помочь бедным пожилым людям, которые вовлекаются в эти схемы. Но теперь я поняла, что все то, что вы сказали, для меня, как для человека, было очень важно услышать, потому что информирован, значит, ты предупрежден. Ты обезопасен тогда, когда ты точно знаешь, что ты должен сделать. И мне кажется, что вот все те шаги, которые вы тут назвали, как минимум в студии, они действительно могут, первый заслон, но смогут обеспечить нам всем от этих мошенников, которые изощренно используют всякие методы. А технологии современные позволяют делать все, что угодно. И голос, и язык. В общем, огромное вам спасибо за эту дискуссию. Спасибо, что вы согласились с нами говорить, еще раз говорю, на русском языке. Для жителей Гагаузии, в первую очередь, это очень важно. И что ж, нелегкая у вас работа, хочу я сказать. Я желаю искренне, наверное, как и все граждане, успехов, и чтобы страна и граждане чувствовали себя защищенными. Нам нужно, чтобы правоохранительные органы работали как можно слаженнее. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что информация доступна. Если нужно, я с удовольствием приду к вам еще раз и, объясню, что нужно, поговорим еще. Надеюсь, в каких-то, скажем так, более благоприятных темах. Да, хочется, Спасибо. но есть что есть, и нужно решать вот те проблемы, которые есть. Искренне вас еще раз благодарим. Друзья, вот таким получился сегодня разговор про то больной вопрос, который очень многих беспокоит. Очень многие люди, я знаю, закрылись от своих друзей, близких, они боятся отвечать на телефоны, на незнакомые номера. И, как мне кажется, на этом этапе это правильно. Незнакомый номер можно не ответить, но если вам позвонили, обязательно вспомните о тех шагах, которые перечислил в нашей студии господин Рожко. Это важно. Мы, Екатерина Жекова и Елена Карамик, желаем вам жить без звонков от мошенников. И помните, первое чувство должно появиться не страх, а знание того, что я могу остановить этот разговор. Всегда можно положить трубку, а это уже первая польза. Оставайтесь с нами. Проект «Единомышленники» на Гагаuz Медиа. Друзья, поставьте лайк этому видео, если вы досмотрели. Ну и поделитесь с друзьями этой ссылкой. Нас, единомышленников, в Молдове должно быть больше. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.